Решение провести 6-й международный конгресс финно-угроведов в Сыктывкаре само по себе является заслуженным признанием успехов науки, культуры и искусства коми-народа. Древняя земля Коми, откуда 5000 лет назад началось расселение народов, говорящих сейчас на финно-угорских языках, принимает археологов и литературоведов, этнографов и фольклористов, антропологов и историков. Из 18 стран мира приехали сюда ученые, даже из тех стран, народы которых говорят на языках, не относящихся к финно-угорской группе. Такой огромный интерес вызывают исследования путей распространения языка и культуры народов Северного Приуралия. Какие изменения в науке финно-угроведения произошли за последние четверть века? Спросили мы у лингвиста из Венгрии, академика Петера Хайду. Изменения огромные. Об этом говорит тот факт, что заседания Конгресса проходят в столице небольшого финно-угорского народа Коми. На первом Конгрессе было всего 80 человек, а сегодня 800. Значительно расширился диапазон рассматриваемых проблем. Ученые стали заниматься проблемами самых малых народов – манси, хантов, саамов и других. Конгресс открыл академик Борис Александрович Серебренников. Уважаемые дамы и господа, уважаемые наши зарубежные гости, коллеги, товарищи. Молодеющая зырянская страна встретит вас как желанных гостей, радушно и приветливо. Пусть ваша работа будет успешной, пусть наш конгресс оставит заметный след в истории нашей науки. Желаем вам всего наилучшего. Разрешите 6-й международный конгресс финно-угроведов считать открытым. Город ждал гостей, готовился к этой встрече как к празднику. Город оказался больше, чем предполагали многие зарубежные участники Конгресса. Городом молодым и городом молодых. В день открытия Конгресса его улицы и площади заполнили участники праздника, фольклорные ансамбли со всех концов республики. Эта площадь названа в честь Ивана Алексеевича Куратова, поэта, основателя коми-литературы. У участников Конгресса посещение родины Куратова совпало с ежегодным традиционным праздником поэзии. «Сельский бал» – так назвал одно из своих стихотворений Иван Куратов, творческая судьба которого сложилась так трагически. В прошлом веке при жизни было опубликовано только 5 стихотворений поэта. Он, просветитель, создал грамматику коми-языка, переводил на родной язык произведения русских и европейских поэтов. Прежде всего мы можем поздравить вас с таким событием, как Международный конгресс в Сыктывкаре, сказал Томоцу Кайзуми. На конгресс приехало 8 участников из Японии. Мы получили огромное впечатление. Японские специалисты полагают, что можно найти некоторое сходство между финским и японским языками, или между венгерским и японским. Уже найдено сходство в мифологии Японии и финно-угорских народов. Среди 8 участников 3 человека занимаются лингвистикой,
остальные – финно-угорским фольклором. Мне вчера удалось купить книги по коми-фольклору, в частности, легенды и мифы коми-народа. Для меня они представляют большой интерес, сказал преподаватель из университета Восака Кикукава, так же как Калевала, Калевипоек, поэма Суртур. Много книг в разных странах издается по финно-угроведению. На эту выставку книг каждая страна привезла все то лучшее, что было издано за последнее время, и оставит эти книги в дар Коми-республике. Здесь, на заседании одной из секций Конгресса, мы встретили ученого-химика из Венгрии Дюла Пацелая. Он не профессионал, а много сделал для языкознания. Я интересуюсь языком. Владею, кроме родного, еще немецким, английским, латинским. Мне захотелось составить сравнительный словарь фразеологизмов на родственных и неродственных языках. Языкознание является моим хобби, и мне кажется, это мое увлечение приносит пользу людям. Сравнительный словарь идиоматических выражений пригодится не знающим малоизвестные финно-угорские языки, такие как удмуртский, коми, марийский. Это поможет лучше узнать мировоззрение, историю и этнографию финно-угорских народов. Согласие и взаимопонимание – вот высокий смысл Конгресса. Много усилий для организации и проведения Конгресса приложил Институт коми-языка, литературы и истории, который возглавляет Николай Никитич Рочев. По отзывам наших гостей, участников Конгресса, как будто в научном плане Конгресс подготовлен неплохо. Мы за эти 2 года последние подготовили и издали 350 печатных листов научной литературы. Это довольно большой вклад в развитие финно-угроведения, особенно в нашей республике. Научные секции Конгресса. Их было более 10 по всем вопросам науки. Было и живое общение с традициями народа. Это стимул не только для маститых ученых, но и для нового поколения исследователей. Вот что рассказал профессор из Соединенных Штатов Америки Роберт Аустерлиц. Я думаю, что очень интересно факт, что здесь есть много участников, которые коми, которые здешние, и они ученые коми, молодые. Я думаю, это очень важно для нашего, для финно-угроведения и для будущего времени. Конгресс окончен. Памятными медалями в честь 150-летия Калевалы награждены его организаторы. Последний вечер участников Конгресса в Сыктывкаре. Песни журавлиные, музыка без слов, с неба прокричала мне стая журавлей.